Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Сергей Миняйлов встретился с директором Северо-Осетинского центра развития бизнеса Россельхозбанка. На повестке вопросы поддержки аграрного сектора. Решение. То есть оно было незаконно, это строительство. Глава городской администрации Вячеслав Мильзахов встретился с жителями многоэтажек на улице Дзусова. Люди обеспокоены строительными работами, которые проходят рядом с их домами. Футбольный клуб с традициями. Для меня большая честь оказаться здесь. Футбольному клубу «Алания» представили нового главного тренера. Он уже познакомился с командой и провел первую тренировку. О сотрудничестве в сфере госзакупок Сергей Миняйлов говорил с гендиректором компании РТС «Тендер» Владимиром Лешенковым. Организация выступает оператором крупнейшей федеральной электронной площадки для проведения государственных, корпоративных и коммерческих закупок имущественных торгов. Стороны рассмотрели возможности внедрения современных IT-решений в сфере электронных закупок и какие из этих нововведений РТС «Тендер» может реализовать в регионе в ближайшее время. Одно из предложений представителей компании – перевод всех этапов закупочного цикла региона в электронный вид, включая стадию исполнения контракта. 54 представительства официально России. Сергей Миняйлов встретился с директором Северо-Осетинского центра развития бизнеса Россельхозбанка Ольгой Иночкиной. Стороны обсудили вопросы поддержки аграрного сектора, финансирования сезонно-полевых работ и развития инвестиционной привлекательности региона за счет финансирования средствами банка. Сергей Миняйлов подчеркнул, что кредитная организация – надежный партнер предприятий агропромышленного комплекса республики. С 2020 года банк выдал Россельхозпроизводителям 82 льготных краткосрочных кредита на 870 миллионов рублей и 15 льготных инвестиционных кредитов на 16 миллиардов рублей. В свою очередь Ольга Иночкина отметила, что на территории Северной Осетии Россельхозбанк активно кредитует население по программе «Сельская ипотека». За период его действия выдан 251 кредит на 500 миллионов рублей. Депутаты парламента взяли шефство над воспитанниками детских домов республики. Сегодня они встретились и познакомились с учащимися выпускных классов детдомов Хуротон, Надежда и Амунд. Всего 15 человек. Все они подошли к важному этапу в жизни – выбору профессии. Таймураз Тускаев уделил внимание их планам на поступление и критериям, которыми они руководствовались при выборе той или иной специальности. Председатель парламента посоветовал не останавливаться лишь на одной. Он отметил, мир очень конкурентен. Чтобы быть адаптированным к быстро меняющимся условиям рынка труда, необходимо осваивать несколько направлений. Я со своими коллегами решил, так сказать, возродить институт наставничества. Мы возьмем под опеку каждого из вас и будем наставниками, которые будут знать о том, как вы посещаете занятия, как вы учитесь, какие у вас проблемы, и таким образом подсказывать, помогать. Мы вас любим, будем вместе трудиться и двигаться вперед, только вперед. Нам было очень легко с ними разговаривать, они разрядили обстановку, и нам очень понравилось, что нас посещают такие люди. Борис Джанаев провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Главная тема – обеспечение жителей Северной Осетии государственными мерами социальной поддержки. По словам руководителя профильного министерства Алины Айдаровой, различные социальные выплаты семьям с детьми производятся в республике ежемесячно на 438 миллионах рублей. По поручению главы Сергея Миняйлова всем семьям с новорожденными детьми предоставляются подарочные комплекты. С начала этого года их уже получили более 1000 семей. Заключили договоры на оказание адресной мат-помощи на приобретение путевок на санитарно-курортное лечение 48 пострадавшим в теракте в Беслане. Отдельно говорили о соцконтрактах. На эти цели с начала года направили больше 40 миллионов рублей для 223 получателей. Средства пошли на предпринимательскую деятельность и
и ведения личного подсобного хозяйства. Обеспечить контроль за реализацией помощи на основании социального контракта. Это очень хорошая форма поддержки для создания своего дела. У нас порядка 4000 человек уже получили такие инструменты поддержки за 2 года на территории республики. Поэтому и в дальнейшем все механизмы должны быть точно так же востребованы. Владикавказ стал первым из 10 городов страны, где ведущие эксперты в сфере градостроительства и архитектуры обучат современным инструментам развития. Борис Джанаев принял участие в открытии просветительской программы «Городские практики», которую реализует Дом.рф. Он подчеркнул, это позволит республиканской команде получить полезные комплексы знаний по городским практикам. Также новый опыт повысит эффективность проектов развития. Взаимодействие с Дом.рф для нашей республики – это очень важный инструмент, нужный инструмент по поручению президента Российской Федерации. У нас тесный диалог есть, разрабатывается мастер-план по развитию города Владикавказа. С конца 2022 года эта работа началась, команда Дом.рф была у нас в республике и сейчас продолжает динамично работать и решать все те вопросы, которые связаны с развитием города Владикавказа. Все решения, которые будут приняты, они все только направлены на благо наших жителей и на развитие всей республики. Бесплатная просветительская программа «Городские практики» продлится до 1 апреля. Основной темой практического интенсива станет внедрение дизайнерского в городскую среду. Участвуют порядка 50 локальных специалистов, архитекторы, проектировщики, градостроители, городские активисты и предприниматели. Глава городской администрации Вячеслав Мильзахов встретился с жителями домов на улице Дзусова. Горожане обеспокоены строительными работами, которые проводят рядом. Помимо этого, люди жалуются на то, что прилегающую территорию не благоустраивают. Хотя с соответствующим проектом люди обратились в администрацию Владикавказа еще 2 года назад. В ситуации разбиралась моя коллега Алана Томаева. Здесь всегда играли дети и отдыхали жители соседних домов. В начале февраля на территории неожиданно началась стройка. Деревья срубили, а просьбу людей предоставить документацию и паспорт объекта игнорировали. Жители забили тревогу, история вызвала резонанс в интернете. В ситуации разбирается администрация города. На этот земельный участок был договор аренды. С назначением этого договора, возможности строить то или иное помещение, мы разобрались, мы уже приняли решение. То есть оно было незаконно, это строительство. По законодательству, да, мы должны в течение 5 дней направить уведомление и снести за счет собственника, построившего. С сегодняшнего дня начнется снос этого здания. Местные рассказали о еще одной проблеме. Вокруг домов единственная детская площадка. Места для всех не хватает. А еще ее часто затапливает канализационными отходами. Если это наша юрисдикция, да, то есть границы балансовой принадлежности АМС, мы решим этот вопрос. И решим вопрос в любом случае. Если есть утечка канализации, мы ее решим и по дому. Но то, что касается внутрянки, это ваша прерогатива. Я не зря задаю вопрос. Если есть у вас управляющая компания, то этим должна заниматься она. Но заниматься после того, когда вы внесете взносы. Но не вы в частном случае, это жители этого 9-этажного дома. 2 года назад жители этих многоэтажек обращались в администрацию с проектом благоустройства этой территории. Вячеслав Мильзахов пообещал, его рассмотрят и согласуют. Территорию благоустроят, установят лавочки, освещение, а вместо вырубленных деревьев высадят новые. И призвал жителей города активнее участвовать в общественных слушаниях. Алана Томаева, Алан Суанов. Новости Осетии. Похожая проблема и у жильцов дома на улице Владикавказская, 69. Детская площадка, на которой невозможно играть из-за скопившегося мусора и старых качелей. В плачевном состоянии и неасфальтированная дорога рядом. Люди пытались не раз обращаться во все инстанции, но проблему пока не решили. Лидия Захилова расскажет подробнее. Плохую погоду пройти здесь пешеходам непросто. Все затрудняют грязь, большие лужи, мусор. Эта дорога разделяет 179-й детский сад и двор 2-го корпуса на Владикавказской, 69. А еще неподалеку находится школа «Диалог». Каждый день здесь проходят дети и проезжают автомобили, что небезопасно. Тротуара, как и асфальта, здесь никогда не было. Жильцы дома благоустраивали проезжую часть сами. Купили мы, крошку асфальта. И мы вот вокруг детского сада, с той стороны, вот справа, оттуда с поворота,
до суды полностью сделали сами, за свои деньги. Года 3 было здесь чисто, хорошо. Здесь у нас вот ворота детского сада. И вот здесь с самого начала я думал, что они вот здесь тоже сделают асфальт, все оттуда сюда вокруг. А еще рядом с корпусом и детским садом прокладывают газопровод. Территорию перекопали. Такие работы, по словам жильцов, проводили уже несколько раз. Сначала надо было газовые трубы, водяные трубы пропустить. А когда садик построили, потом подключить, чтобы осталось и все. Уже несколько раз вот у нас вот здесь, вот там недалеко метров 50 отсюда, там труба заржавела, его в год 10 раз делали. Придут, резинка обмотают, и на этом все. Потом опять, и кругом одна вода, грязь. Страдает и детская площадка. Качели устарели, а на прилегающей территории мусор. Раньше здесь убирали самостоятельно, но в прошлом году многоквартирный дом передали управляющей компании в ЖЭК. И выполняет она свои обязательства, говорят жильцы, не лучшим образом. Ужасная детская площадка. В нашем доме 70 детей, из них 28 дошколят, а остальные все школьники. Им негде играть. Нас передали в ЖЭК Цыбоеву Суслану, который уже 3-й месяц нету никакого обслуживания, домоуправления. Нам выставили счет 85 тысяч рублей со всех квартир. Соседи своими силами обустраивают двор, бордюры поменяли, асфальт вот здесь поменяли. А в управляющей компании заверяют, весь необходимый комплекс работ проводят. Мусор на детской площадке совсем по другой причине. Когда производилась видеосъемка, можем сказать то, что наш сотрудник приходил для того, чтобы выполнить перечень работ, то есть уборку придомовой территории. На что он с нами связался и сказал, что жители дома попросили его уйти. То есть они не дали ему, воспрепятствовали произведению работ. С чем это связано, я сказать не могу. То есть такие ситуации были уже неоднократные. Сумма начислений по данному многоквартирному дому составляет 160 тысяч рублей. Собрано нами 25 тысяч рублей. Расходы, которые мы понесли на содержание данного многоквартирного дома, составляют 90 тысяч рублей. Управляющая компания призывает собственников многоквартирных домов решать проблемы сообща и вовремя оплачивать счета. Что касается других проблем, жильцы отправляли письма во все инстанции. Сроки рассмотрения обращения продлены. Таков ответ от администрации Владикавказа. Пока люди в ожидании. А исправить ситуацию своими силами для них затруднительно. Лидия Цахилова, Артур Дудаев. Новости Осетии. В Республиканском доме дружбы народов прошел урок мужества, посвященный 80-летию битвы за Кавказ, одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. На мероприятие пришли студенты Североостинского торгово-экономического колледжа и ученики казачьего класса первой школы станицы Архонской. Почетный гость – сенатор Российской Федерации от парламента республики Виталий Назаренко. Ребятам рассказали о новороссийско-таманской наступательной операции 1943 года. Тогда красноармейцам удалось прорвать голубую линию, мощный оборонительный рубеж немецко-фашистских войск. Была разгромлена его группировка и освобожден Таманский полуостров. Также для ребят исполнили песни, посвященные Великой Отечественной войне. Урок мужества – часть цикла мероприятия о битве за Кавказ. Битва за Кавказ – это одно из великих страниц нашей истории, одно из великих сражений в истории Великой Отечественной войны. Как мы помним, эта битва длилась 442 дня. Это колоссальное, конечно, время, которое прошло. И нашему поколению надо передавать эти знания. Что, как не героизм наших предков, может послужить примером для них. Рассмотрели героев, даже по фамилии у нас имеются фотографии, именно тех людей, которые участвовали в этой битве. Ребятам это интересно. Основная цель проведения данного мероприятия – воспитание в духе патриотизма нашу молодежь. Мы будем продолжать этот цикл мероприятий ежемесячное проведение уроков мужества с приглашением именно вот нашего Дом дружбы, коллектив учебных заведений.
Народный фронт запускает новый масштабный проект для поддержки бойцов в зоне СВО. В рамках акции «Автопоезд» каждый желающий может передать машины высокой проходимости. Это полноприводные джипы, Нивы, УАЗы, Газели, а также квадроциклы. В Народном фронте пояснили, что автомобили должны быть в исправном техническом состоянии с необходимым пакетом документов и готовыми к отгрузке 10 апреля. Есть звонки, спрашивают, какие ограничения по году. И самое главное для нас техническое состояние, чтобы ребята на передовой не испытывали проблем с техническим обслуживанием этих автомобилей. Их в порядок надо приводить здесь. А также вот у нас в региональном отделении есть уже партнер, это Всероссийское общество автомобилистов, который также окажет содействие в ремонте этих автомобилей и приведении их в хорошее техническое состояние. Отыскать редкие книги и прикоснуться к многовековой истории стало проще благодаря уникальной модельной библиотеке. Она появилась в Беслане по нацпроекту «Культура». Новейшие технологии подарили жителям республики доступ и к фонду национальной электронной библиотеки. Это более 4,5 миллионов различных изданий. А еще на образовательной площадке проводят познавательные мастер-классы и литературные вечера. Мои коллеги с подробностями. Здесь каждый найдет интересное для себя занятие. Захватывающая книга о нашей планете, история о волшебстве или сайты программирования, языки кодирования. В библиотеке Беслана убеждены, книга – бесценный источник знаний, но компьютер – возможность узнать любую информацию здесь и сейчас. Главное – правильно им пользоваться. Этому учат своих посетителей. У читателей библиотеки есть постоянный и бесплатный доступ к интернету. Залы никогда не пустуют. В той форме, в которой мы обычно привыкли видеть библиотеку, тихая, спокойная, размеренная жизнь, теперь этого нет. Жизнь кипит, бурлит. У нас дети приходят в 10 утра к открытию библиотеки и целый день находятся здесь, и каждый находит себе занятия. Работники библиотеки всегда знают, чем их занять. Различные мероприятия, лектории, вечера, мастер-классы. Все происходит на базе нашей библиотеки. Работники у нас замечательные, стараются привлечь как можно больше читателей. Библиотека в Беслане модельная. 4 года назад ее модернизировали по нацпроекту «Культура». Закупили современное оборудование, адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В фонде библиотеки больше 43 тысяч экземпляров печатных изданий. Здесь несколько залов и множество зон. Проводят тематические встречи и мероприятия, организуют акции и показы. Мы играем в игры, смотрим на телевизоре загадки, отгадываем сказки. Занимаюсь программированием, самоучкой. Прихожу после школы сюда иногда. В большинстве своем смотрю видео про языки и программирование. Здесь делают поделки, можно рисовать, играть в компьютер. Здесь очень интересно, здесь бывают выставки. Недавно мы читали про нартов, я читала про шатану. Сотрудники библиотеки видят результат своей работы. Живой интерес у читателей. Это вдохновляет. Фонд постоянно пополняют, учитывая запросы жителей. В этом году, к слову, закупили краеведческую литературу. А еще придумывают все больше мероприятий. Здесь убеждены, библиотека может и должна быть современной точкой притяжения. Алана Тумаева, Диана Каболоти. Новости Осетии. В рамках музыкально-исторических вечеров из летописи Владикавказа состоялся концерт, посвященный герою Кавказской войны Ипполиту Вревскому и его супруге баронессе Юлии Вревской. Они внесли огромный вклад в историю не только города, но и всей России. В программе хоровые произведения 19-20 веков, романсы русских композиторов, музыка фортепиано, а также рассказ о жизни и деятельности Вревских. Можно сказать, что без преувеличения, что эти концерты музыкально-исторические очень важны нам, потому что мы вспоминаем и мы говорим о тех людях, которые внесли значительный вклад в историю города нашего, в историю, в культуру и в жизнь. Олег Василенко назначен главным тренером футбольного клуба «Алания». Он подписал контракт с клубом до конца следующего сезона и уже провел первую тренировку с командой. Олег Василенко выразил надежду, что вместе с игроками сумеет выполнить задачу по выходу в российскую премьер-лигу в этом сезоне.
Впечатления прекрасные. Футбольный клуб с традициями. Для меня большая честь оказаться здесь. И это клуб с историей, лидер чемпионата. Я очень рад, я познакомился с людьми. Обстановка потрясающая, она такая добрая, теплая, семейная. Всегда приятно окунаться в такую обстановку. И первая тренировка прошла тоже на ура, она прошла эмоционально. Ребята помогали. Это очень здорово, очень приятно. Эмоции хорошие, то есть пообщались, уверенность нам придал. Вот, но опять-таки повторюсь, все будет на поле, все нужно показывать на поле, другого варианта нету. Олег Василенко в период работы в ФК «Анжи» входил в штаб Гуса Хидинга в качестве старшего тренера. Также он является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013 годов, финалистом Кубка России 2012-2013, бронзовым призером чемпионата Литвы 2017 года, серебряным призером ФНЛ 2021-2022. Несколько раз был удостоен звания лучшего тренера месяца в первой лиге. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.